Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Вам важное послание от высших сил. Именно сегодня, именно сейчас, что хотят сказать вам высшие силы. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как вам тяжело в сегодняшнем дне. Тяжесть, как будто бы камень на груди лежит, как камнем вас придавило. У кого-то серьезные проблемы в жизни, у кого-то проблемы со здоровьем, а у кого-то просто вот жизнь на глазах рушится. И вы в каком-то ужасном беспомощном состоянии, вы не понимаете, откуда все эти беды и неприятности. За вашей спиной стоит пара, два человека, которые с интересом наблюдают и ждут, пока вот этот камень полностью вас раздавит. Очень похоже, что эти люди постарались, и этот камень, он рукотворный, да, вот эти проблемы рукотворные. Возможно, на вас есть негатив, а возможно, вас подставили, возможно, вас долго доводили до такого состояния беспомощности, да, до состояния болезни, состояния истощения. Вот как два человека в этом замешаны, два человека виноваты. Одного из этих людей вы очень хорошо знаете, вы очень хорошо знакомы, и не раз этот человек ехидно улыбался вам в глаза, не раз этот человек вам угрожал, либо даже обещал какие-то ужасные кары, воздействия в вашу сторону. Еще раз говорю, здесь не только магия, здесь может быть какой-то гибрид, где люди и магию на вас заказывали, и также могли со своей стороны там оговаривать, обливать грязью, вас подставлять, всячески, вот знаете, давить на вас, воздействовать на вас. Зачем они это делают? Ну, ответ очень простой. Это зависть, жуткая зависть, которая разъедает сердца этих людей. По крайней мере, один точно ужасно вам завидует. И этот человек как целью поставил, да, вас уничтожить. Да, извините за слово, но мне идет именно так. Высшие силы вам говорят, что вам не нужно бояться, что в этой борьбе вы не одна, вы не один. И те, кто вас обижает, очень расплатятся, очень жестко расплатятся за то, что они сделали. Они этого еще не замечают, но сзади у них уже, смотрите, начинает гореть. Когда горит, это все. Пришла беда, открывай ворота. Да? Вот именно так можно сказать. Они все свои эмоции, все свои силы, все свои мысли, взоры бросили на вас и не замечают, что у них уже сзади там подгорает, да? Что уже пожар начался в их жизнях. Тут вам, как послание, да, просьба, послание-просьба немножечко еще потерпеть. Там буквально, да, у кого-то сутки, у кого-то неделя, у кого-то месяц. Скоро ваши враги будут самыми несчастными людьми в мире. Скоро все это ужасное давление, прессинг в вашу сторону закончится. Скоро вы сможете полностью освободиться от этого огромного камня. Что бы это ни было, еще раз говорю, у кого-то беды, у кого-то проблемы, у кого-то болезни. Это все уйдет. Уйдет, как будто бы и не было. А вот этим двум, этой паре, да, там очень крепко достанется. Там что-то очень плохое будет, и эти люди уже не выкарабкаются. Мне идет так. Вы своими глазами еще увидите, что их постигло, какая кара, какое наказание их постигло. И вам их будет не жаль. Вы поймете, что вы отомщены, да, и что больше нет ваших врагов. Да, они повержены, полностью повержены. Эти ваши враги такие силы пробудили, о которых не принято говорить вслух. То есть чаша терпения высших сил, она настолько уже переполнена, что скоро прольется, но не водой, а огнем прольется на этих вот людей,
которые вас, извините, уничтожали. Не было у них на это никакого права, ни морального, ни этического. Вы ничего плохого им не сделали. Вы перед ними ничем не виноваты. А вот у них грехов выше крыши. И от этих грехов им не отмыться. Не отмыться. И отвечать они будут еще при жизни. Сейчас при жизни с них спросят, а потом уже и на том свете тоже с них спросят. Считайте, что они сами себе уже как самый жуткий приговор подписали. Но они еще не понимают этого. Не понимают. Представляете, вот насколько они на вас зациклены, насколько они живут тем, чтобы вам плохо делать, что не замечают, что у них уже беды начались. Ну, а дальше будет больше. Пусть у вас не болит то, что вы стали жертвой, вот этот момент, он как ваше испытание, где вы доказали, что вы сильный и стойкий человек, что вы человек открытый, принимающий, всепрощающий, терпеливый. И обязательно вам воздастся. Здесь показано, что у вас буквально через дорогу большое счастье. Вам идет большое счастье. Ну, дорога — это путь. Может быть, в прямом смысле слова. Да? Вы куда-то поедете, либо переедете, и будет большое счастье. Дорогой также могут показать время. Да? Время, которое вы должны еще прожить, и будет вам большое счастье. Вам награда большая положена, как компенсация и как вознаграждение за успешно пройденное испытание. Да, вы не ропчете, вы не жалуетесь, вы стойко переносите все то, что с вами приключилось. Да, вы ищете пути выхода, вы их обязательно найдете. Тут буквально вас ангелы выведут в этот новый чистый светлый путь, и награду вы свою обретете. А ваши обидчики будут очень жестко наказаны. И вы это тоже увидите. Еще, мои хорошие, высшие силы говорят вам о том, что какие-то большие перемены грядут в вашу жизнь. Кстати, не только вашу, но вот как будто бы людей ждут большие перемены, и вас в том числе. Говорят, что этих перемен нельзя бояться, и говорят о том, что к ним нельзя подготовиться. Как бы вы себя ни настраивали, все равно будет очень волнительно, либо очень переживательно. Не бойтесь этих перемен, вам они не навредят. Наоборот, мне идет, что эти перемены вас возвысят. Здесь какие-то странные перемены, они настолько резкие, они настолько пугающие. Но одних людей эти перемены, вот не одних, а вот избранных. Вот мне идет слово «избранный». Извините меня, пожалуйста, но вот буду говорить, как мне идет из потока. Что избранных людей, в том числе и вас, возвысят эти перемены, а других людей как будто бы утопят, как вниз, да, опустят. Что это за перемены? Не могу вам сказать, потому что вы все слишком разные, и как бы тут предполагать можно что угодно. Но вот будет очень волнительно, очень переживательно. Когда вы это почувствуете, да, когда там вокруг вас люди начнут суетиться, бегать, охать, ахать, вам бояться не стоит. Не вам бояться. Это пусть другие боятся. Перемены неизбежны, как ни крути. И от них нельзя спрятаться, нельзя уехать, нельзя там где-то там переждать. Перемены всех затронут. Всех, кого вы знаете в сегодняшнем дне. С кем общаетесь, с кем в дружбе состоите, с кем там в родственных связях. Вот всех коснется. И еще высшие силы вот женщине передают послание о том, что вас начнут уважать и начнут принимать какие-то люди, как старшее поколение. Не знаю, очень похоже на родственников. Родственники по крови могут быть родители, например. И также могут быть родственники некровные, как родители вашего супруга. Ну, свекровь, свекр, да, по-моему, так они называются. Они будут вас не только принимать, они на руках вас станут носить. Вот как будто бы им в определенный момент откроется, какая вы славная, какая вы добрая, как много вы сделали добра для них, для семьи, для, там, не знаю, их сына, ну, либо там для братьев, сестер, если это касается ваших родителей. Опять же, еще раз говорю, у кого-то отыграется, что ваши родители все время от вас чего-то требуют и вас критикуют, а у кого-то отыграется, что это именно родители супруга. Да, и вот вы как персона нон-грата. Нет вам места, и вас все время футболят, и вы всегда чувствуете себя изгоем. Да? Даже в своей семье, либо в семье мужа вы чувствуете себя изгоем. Вот именно старшего поколения люди будут вас носить на руках
И любить вас будут, как почитать вас будут, так, как должно, так, как вы того заслужили. Очень резко поменяется их отношение к вам, и вы из нелюбимого дитя, либо из нелюбимой там невестки превратитесь в самого родного и близкого человека. Еще мне идет, что вы чем-то будете одарены. Вот они вам что-то подарят, какой-то прям такой подарок, который много стоит. Стоимость может быть как реликвия, да, что-то вот в роду передается. Также стоимость может быть материальная, да, очень дорогая вещь, там прям очень дорогая, сильно дорогая. Вы это получите. Вот до них дойдет, им откроются глаза, им ангелы откроют, скажут: смотри, что делаешь, да, кого обижаешь, на кого руку поднимаешь, да, либо голос поднимаешь. Да ближе, роднее, добрее в мире для тебя никого нет. Вот как осознание. Им так страшно будет, что они вас обидели, что такого натворили. До конца своих дней эти люди будут пытаться максимально исправить свою ошибку, максимально показать вам свою любовь, свою признательность и свою, ну, вот как нежность, теплоту. Может быть, для вас это сейчас как шок-информация, либо вы отрицаете ее и говорите: да нет, мои родители никогда так не будут поступать, либо мои там свекры тоже никогда не будут поступать. Но на самом деле именно так и будет. Именно так и будет. Даже если вы не общаетесь, либо там не видели друг друга много лет, поверьте, все еще поменяется. И поменяется в лучшую сторону. Вы человек добрый, вы не помните зла. И этим людям вы тоже простите. Хотя, опять же, кому-то кажется, что это невозможно. Но вы простите. У вас сердце доброе. Опять же, высшие силы вас лучше знают, чем вы сами себя. Им виднее. Еще, мои хорошие, ну кого-то... Ну, давайте так, я буду говорить так, как я вижу, а вы уж там как понимаете. Мне идет, что человек считает, что он в закате. Да? Закат — это вот, ну, жизнь прожита. Жизнь прожита, ничего уже не ждет. Но там, где закат, у вас наоборот рассвет. То есть в поздние годы жизни вы вступаете в рассвет, то есть солнце встает над вашей головой. Солнце могут означать и денежное благополучие, и семейное благополучие, и славу, и популярность. Понимаете, есть широкий спектр значений. Но вот там, где человек думает, что у него закат, на самом деле это всего лишь рассвет, это начало рассвета. И вот вы, прожив определенный, ну, жизненный путь, да, считаете, что уже все как бы, какое там личное счастье, либо какая там карьера, какой там бизнес, какие деньги, как раз вам придет. Вам придет. У вас как не запоздалый успех, а зрелый, да, зрелый успех. Возможно, вы какие-то кармические долги закрывали на протяжении жизни. Возможно, у вас, ну, именно такой был таймер, да, что именно во второй половине жизни к вам должно все лучшее прийти. Но вот мне идет, что там, где закат, на самом деле начало рассвета. Опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему. Это предсказание больше адресовано людям, которые вот там 40-45+. Понимаете, кто уже себя чувствует пожившим, и кто считает, что ему уже ничего не светит. Извините за выражение, но именно такая информация идет. Наоборот, не закат, а рассвет. Еще здесь показано, что вам дарована долгая жизнь, долгая и благополучная жизнь. Некоторые люди, долгожители, да, они могут там жить и 100 лет, и больше, чем 100 лет. Но, с другой стороны, качество жизни у них ужасное. Там люди страдают всякими заболеваниями, и уже не рады этой жизни. У вас же ровно наоборот. У вас и жизнь долгая, и качество жизни вот как с годом, год за годом улучшается. Вот так мне идет. Так, у вас, кстати, в роду были какие-то долгожители. Вы их превзойдете не только по количеству лет, прожитых лет, но и по качеству этих лет. Вот так мне идет. Очень сильно, знаете, прям мурашки пошли. Так что, мои хорошие, если это предсказание вас нашло, это именно про вас, это именно для вас. Так, еще я вижу у вас лилию с левой стороны. И эту лилию вам кто-то передает. Лилия — это королевский цветок. Передавать лилию, передавать наследство,
передавать полномочия, дарить какие-то невероятные подарки. Но с левой стороны, вот вы не ждете, вы даже не догадываетесь, от кого это может вам прийти, но вам обязательно придет. Мне показывает образ мужчины. Мужчина, который вам эту лилию отдает, передает, либо одаривает вас этой линией. У кого-то от мужчины наследство очень хорошее вам достанется, королевское, да, потому что королевский цветок. У кого-то от мужчины большая награда, большой подарок придет. Ну, у кого-то какие-то почести, привилегии, я не знаю, там должность, титулы какие-то даже могут быть. Но лилия это очень серьезно, и у вас лилия очень красивая, именно мужчина вам передает. Также, мои хорошие высшие силы хотят вам сказать о том, что вы непростой человек, и что вы не должны об этом забывать. Здесь какая-то тайна рождения. Возможно, вы родились в какой-то особый день, там был праздник, например. Может быть, вы родились в день, когда были какие-то астрономические события, серьезные, такие влияющие на судьбы жизни людей. Как под счастливой звездой родились, да? Либо наоборот, под звездой, которая кармическая, и, например, вас нельзя ни в коем случае обижать, иначе сразу будет спрос. И также вам, возможно, нельзя нарушать, иначе с вас сразу x10, да, спросят. Также тайна рождения может предусматривать, что вы там из какого-то особого рода. Может быть, вас воспитывали не ваши биологические родители. То есть какая-то тайна, которая вам еще не открылась. Но она вам обязательно откроется, вы все узнаете. Но сейчас вам нужно помнить, что вы особенный человек, и не равнять себя с другими, и не позволять другим равнять себя с собой. Да? Вот как-то так мне идет. То есть если вы смотрите на людей, которые там матерятся, крадут, обманывают, там, творят жесть, и с ними ничего не происходит, вам не нужно думать, что типа и вам с рук сойдет. И то же самое, если вы живете праведной, чистой жизнью, над вами смеются, что ты типа глупый, да, глупая, там, во всем себе отказываешь, либо там все теряешь, не слушайте этих людей. У вас своя судьба, у них своя судьба. И еще вот мне идет, что вас ждет именно потрясение в плане того, что вот эта тайна вашего рождения раскроется. Что-то есть, чего вы не знаете. Может, кстати, вы в рубашке родились, да, и вам об этом не сказали. Может быть, даже вы родились в какой-то другой день, но записаны там совершенно по-другому. Вот. Опять же, вы разные, это общая отсыпка, я не могу сказать. Но эта тайна, она важна. И вот когда эта тайна раскроется, она прольет свет и даст ответы на все вопросы, которые у вас имеются. А у вас 100% имеются вопросы и по поводу судьбы, и по поводу, почему там астрологические прогнозы у меня не сбываются, почему то, почему сё. Вот все откроется. Там, может, родители почему меня не любили, потому что они, например, не родные были. Либо наоборот, там, почему я с кем-то похожа, там окажется, что это ваши родственники. Вот. Что-то вам откроется. Кто в себе чувствует дар способности, здесь 100% есть тайна рождения. И эту тайну то ли из-за страха от вас скрывают, да, может быть, люди там не знающие посчитали, что это дурной знак, и решили от вас это скрыть. Ну, либо люди, допустим, не придали этому значения и, что было, то было. Там комета падала, какая разница, да, комета упала. Вот что-то есть, и вы об этом обязательно узнаете. Но вот мне почему-то еще идет, что как перепутанные даты рождения, например, не точно записаны, или со слов, может быть, записано. Может, кто-то там ошибся, да. Вот тоже у кого-то отыграется. Такое серьезное. Дальше. Здесь дверь. Дверь, в которую вы обязаны войти. Эта дверь, она какая-то сложная, то есть к ней сложно подойти, в нее очень сложно, порой невозможно войти. Но вам в свое время она откроется, да, в свое время. Должно прийти определенное время, удачное время, либо время удачных стечений обстоятельств, когда эта дверь перед вами просто распахнется. Вам нельзя бояться этого момента. Вам нужно смело шагнуть туда. Да? Вот как дверь открылась, и вы в этот проход смело должны шагнуть. Все будет мутно, непонятно.
Вы даже можете посчитать, что это какой-то великий риск. На самом деле это самая крутая возможность в вашей жизни. Сделать этот шаг в эту заветную дверь. Может быть, это как дверь чего-то там кабинета начальника, либо кабинета какого-то чиновника, кабинет какого-то там доктора, да, медика, врача. Может быть, это дверь чьего-то дома, и вам туда нужно выйти. У каждого это будет по-своему. Но вы поймете, о чем речь, когда момент придет. Возможно, вы уже понимаете, вы хотите добиться там какой-то встречи, аудиенции, визита, вот хотите записаться на визит, на рандеву, а у вас не получается, да, вам там отказы, либо не записывают, либо какие-то деньги с вас мифические вымогают. Смотрите, в свое время дверь перед вами прямо распахнется, даже ничего делать не надо, кроме вот этого шага туда. Не бойтесь, возможностей не бойтесь. Еще высшие силы видят вас птицей Феникс. Птица, которая способна и врагов опалить, ну, прям сжечь дотла, и сама возродиться из пепла. И смотрите, да, возрождение, ну, в сказках об этом не говорят, но возрождение для птицы Феникс очень болезненно. Но с другой стороны, каждый раз, когда эта птица возрождается из пепла, она становится все сильнее и сильнее. Вот вы уже несколько таких возрождений пережили, когда вы себя буквально по кусочку собирали и заставляли себя жить. Это были моменты вашего возрождения. Вот. Следующее ваше возрождение, вот после этого камня, оно тоже неизбежно. И вот идет, что ваше следующее возрождение, оно какое-то юбилейное, либо особенное, где вы обретаете как будто бы какую-то безграничную, неограниченную силу. И вот это следующее ваше возрождение, оно скоро начнется. Да, оно будет немножко болезненным. И, скорее всего, вы понимаете, да, вам, скорее всего, придется себя прям заставлять заново начинать свою жизнь, наводить в ней порядок, себя на ноги ставить. Но вот это перерождение, возрождение, оно самое сильное, либо дает вам неограниченную силу, неограниченную власть. Вас небеса призывают, высшие силы призывают быть, ну, как сказать, сдержанней, что ли. Сдержанней. То есть вы для негативных людей становитесь мега опасной, да? Мега опасной. Если раньше вас нельзя было обижать, то теперь вас даже на вас плохо смотреть нельзя, да? Криво на вас смотреть нельзя, негативно о вас думать нельзя. Вот. Вы, не желая того, можете там такого учудить к тем, кто к вам плохо относится. Лучше предупреждайте, да, лучше предупреждайте людей, что меня лучше не трогать, да. Давайте, ребятки, спокойно разойдемся, меня лучше не трогать. То есть важно будет предупреждать негативных людей, либо злобных людей по отношению к вам. Нужно будет предупреждать. Да, это, возможно, кажется смешным, но если вас просят об этом высшие силы, ну, уважьте уж, пожалуйста. Если вы кого-то предупредите, от вас же не убудет. Если эти люди не поверят, так это их проблемы. Это уже не ваши. Вы предупредили, да, что лучше меня не трогать. Если человек лезет на рожон, ну, так и отгребет очень сильно. Вот именно так идет. Так, еще мои хорошие про разрушенные отношения показали. Отношения были разрушены. Ну, тут тройка и про любовный треугольник может говорить, и тройка может говорить про третьих лиц, которые влазили в ваши отношения, и их усилиями, да, отношения были разрушены. Высшие силы говорят, что у вашей пары, несмотря на то, что было, несмотря на то, что сейчас, еще есть великий шанс на то, чтобы восстановиться. И если вы воссоединитесь, это не будет ошибкой, это будет, наоборот, великим благом. Это будет великой любовью, счастливой любовью и благополучной жизнью. Вы ведь на самом деле любите друг друга, по сей день любите, несмотря на плохие слова, на ругань, на драки, то, что было между вами, несмотря на это все, вы до сих пор друг друга любите. И женщина любит, и мужчина любит. Да? Еще один большой шанс. Не упустите этот шанс, потому что, ну, надо вам быть вместе. Вы как единое целое. У вас энергетики настолько вот схожи, настолько они друг другу подходят,
что с другим человеком вы настолько счастливы не будете, как именно с тем, с кем вы расстались, кому сейчас любовь испытываете. И он тоже любовь испытывает. И он это тоже уже начинает понимать, осознавать. Здесь идет именно большой шанс на то, чтобы вы восстановились и больше друг друга не теряли. И еще с правой стороны идет информация о каком-то скором браке. Вот кто-то скоро замуж пойдет, либо женится. Здесь все очень-очень быстро случится, так что вы не успеете, я так понимаю, опомниться. Как большая любовь ждет, мужчина и женщина одинаково. И эта любовь — это особый дар, любовь взаимная, любовь, которая счастье вам подарит. То есть буквально, если вы сейчас свободны, если вы никому чувств не испытываете, особенно вот к бывшим своим не испытываете чувств, вы там в поиске, либо вы живете свою жизнь, да, вы уже не думаете о замужестве, о браке, к вам идет великая любовь. Любовь сильная, взаимная, любовь, которая счастье вам подарит. И мне вот еще идет какой-то очень быстрый брак. То есть буквально вы там познакомились, да, месяц-два прошел, и вы уже все под венец, да, либо там жениться. Как-то так мне идет. Люди будут отговаривать, либо люди будут говорить, что куда ты спешишь, вы там друг друга плохо знаете. Но вам не нужно слушать этих людей, потому что здесь именно высшие силы посылают вам это счастье. И вам, и вашему будущему партнеру. Здесь как будто бы сама судьба подстроит вам встречу, а высшие силы одарят вас двоих любовью. Да, это настоящие чувства, и здесь очень быстро у меня формируется семья. То есть не бойтесь этого момента. И опять же, счастливой и счастливым стать никогда не поздно. Тем более с такой продолжительностью и качеством жизни, которые вам обещаны. Так у вас вся жизнь еще впереди. Да? Не нервничайте, никого не слушайте. Доверитесь высшим силам, доверитесь той любви, которую вы будете испытывать. И будьте счастливы. Именно так идет. Звезды. Звезды станут ближе, настолько ближе, что их буквально можно руками будет срывать. Сейчас это невозможно, сейчас звезды очень далеко от вас, возможно, вы даже уже не видите эти звезды. То есть вы перестали мечтать, потому что мечты не исполняются. Либо это невозможно воплотить свою мечту в реальность. Да? Вы перестали видеть звезды, кто-то из вас. А кто-то видит, они такие крошечные, где-то там очень далеко сияют, и до них уже никак не дотянуться. Но вас ждет время, когда звезды станут очень близко к вам, когда буквально руками будете срывать, как спелые яблочки. Время, когда мечты начнут воплощаться и желания будут исполняться. Как самое ваше лучшее время, оно у вас впереди. Сейчас вам тяжело, но вы оправитесь, вы снова возродитесь, камень сбросите, обидчики ответят, и лучшее время в вашей жизни, вот оно у вас в венце показано. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.